Она приехала в Казань дарить и получать эмоции. Трехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию Мария Киселева в Казани с самого начала универсиады. Посол Всемирных студенческих игр 6 июля она приняла участие в эстафете огня вместе со старшей дочкой и все эти дни следила за соревнованиями и болела за российскую сборную. О миссии посла универсиады, выступления российских синхронисток и впечатлениях от всемирных игр со знаменитой спортсменкой побеседовала Полина Кострицкая. Мария, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать послом универсиады и в чем видите свою миссию? Мне очень хочется делиться тем, что у меня есть внутри, мои эмоции, мои ощущения, тот опыт, те знания, которые есть. Хочется делиться всем этим с молодыми, юными спортсменами, которые, может быть, еще только начинают свой путь. И с теми людьми, которые, может быть, на сегодняшний момент не были причастны к спорту. Хочется их заразить этой положительной, позитивной энергетикой, чтобы они полюбили навсегда спорт, увлеклись им и уже не могли без него жить. То же самое в обратную сторону я заряжаюсь от этих спортсменов, которые выходят на старт, у которых горят глаза и которые хотят быть лучшими и доказать это. Вот это вот такая смесь ощущений, она непередаваемая и, наверное, сравнить ее невозможно ни с чем. Какое впечатление от универсиады в Казани стало для вас самым ярким? И инфраструктура, и стадионы, и подготовка, и люди, которые живут этим, которые горят этим. Это, конечно, все настолько подкупало и впечатляло. Было понятно, что все, что делается, приведет к отличному результату, и что, скорее всего, универсиада в Казани войдет в историю как одна из лучших универсиад за всю историю. Все сделано по-честному, добротно, качественно и очень-очень профессионально. Я очень рада, что теперь в Казани будут полноценно развиваться все водные виды спорта, включая синхронное плавание, мое любимое. Накануне во время выступления наших синхронисток произошла накладка с музыкой. В вашей карьере тоже было нечто подобное. Расскажите, пожалуйста, каково это для спортсменов? Единственный раз за всю историю это вот был на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, когда как раз на нашей команде остановилась музыка, и нас остановили и давали нам повторный старт. Ощущение ужасное. Врагу не пожелаешь. Мы вышли, сделали и выиграли первое место. И ситуация, которая произошла здесь вчера, она очень похожа на ту ситуацию. Команда, которая дебютирует на таких крупных турнирах, да, команда обновленная. У Татьяны Николаевны остались спортсменки, олимпийские чемпионки, но в команду пришли молодые. Она взяла молодых, юных девочек, у которых еще практически нет опыта. И их опыт начинается сразу с такой сложности, с такой трудности, с которой они все справились, умнички, выдержали, им дали еще один старт, при том, что они доделали композицию до конца, даже без музыки, да, это физически очень сложно. Они немного восстановились, я не думаю, что до конца, и в конце всех выступали, сделали еще один прогон, доказали, что они лучшие, что они достойные, что они спортсменки с характерами, и что у них впереди большое-большое будущее. Вы, конечно, следите за успехами нашей сборной. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я думаю, что вы тоже все следите и все радуетесь медалям, которые выигрывают наши ребята, девушки в различных видах спорта. Когда ты выступаешь на домашнем турнире, когда здесь домашние стены, и все трибуны тебя поддерживают, очень важно вот это вот единение, поддержка всех зрителей и всех болельщиков. У спортсмена как будто второе дыхание открывается, когда он выходит на старт, потому что он знает, что за ним такая армия болельщиков. Это здорово. Давайте их будем поддерживать.